В рамках решений правительства у нас в 2023 году предусмотрены ряд мероприятий по оказанию мер поддержки реализуемым проектам в Республике Абхазия. Что имеется в виду? В законе о бюджете Республики Абхазия на 2023 год предусмотрена сумма в размере 50 миллионов рублей на реализацию мероприятий. Она называется «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия». Значит, предусматривается, что за счет этих средств будет оказана поддержка различным проектам, реализуемым в следующих сферах. Это ремесленничество и народный промысел, туризм, общественное питание, легкая пищевая обрабатывающая промышленность. Программа предусматривает ряд организационных вопросов, которые необходимо было Министерству экономики обеспечить для того, чтобы приступить непосредственно к реализации программы. Соответственно, на данный момент сформирована комиссия конкурсная, которая будет принимать решения по отбору участников программы и оказанию им мер государственной поддержки. Соответственно, тем требованиям, которые определены постановлением правительства, уже определены условия и требования, которые необходимо выполнить претендентам. Объявлен прием заявок. Все желающие принять участие в программе могут обращаться в Госинвестагентство Министерства экономики для получения консультаций, сформировать заявку, приложив необходимые документы, обосновывающие возможность предоставления такой помощи, после чего комиссия будет рассматривать эти проекты и принимать решения по оказанию мер поддержки. Непосредственно сама мера господдержки предусматривает возмещение расходов на приобретение необходимого оборудования для реализации таких проектов. Самым главным здесь является то, что есть дифференциация подхода к предоставлению такой меры господдержки. Предусматривается, что субсидии на возмещение части затрат, допустим, стоимостью до 200 тысяч рублей, будут обеспечиваться в размере 90% от стоимости оборудования. Соответственно, 10% – это средства потенциального заявителя на участие в программе. Значит, проекты стоимостью от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей за счет государства будут предоставлены меры господдержки в размере 80% от стоимости, и проекты стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, соответственно, к возмещению можно рассматривать 50% расходов от стоимости оборудования. Процесс приема заявок, в принципе, начат. В мае месяце конкурсная комиссия будет рассматривать те заявки, которые будут зарегистрированы в установленном порядке. Еще раз хочу обратить внимание, что вся информация есть на сайте Министерства экономики, соответственно, и постановление, и требования, которые оно в себе содержит, какие-то конкретные консультации все желающие могут получить в Госинвестагентстве Министерства экономики. Соответственно, номер телефона и специалисты, которые будут принимать заявителей, там обозначены. Кристина Константиновна, это вот два постановления, но речь идет об одном, как я понимаю, инвестиционные проекты и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это как бы одна идея. Нала, вот смотрите, это то, что касается программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Это одна форма меры господдержки за счет средств Республики Абхазия. Значит, вторая программа у нас также предусмотрена, она будет обеспечиваться за счет финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. И здесь, соответственно, также определены порядок и требования к реализации такой программы, предусматривающей меры господдержки. Как вы знаете, предусматривается 3 формы господдержки. Это получение субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, и получение субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства. Но тут, значит, на данный момент пока определен источник финансирования только одной формы господдержки. Это непосредственно возмещение затрат, связанных с приобретением производственного оборудования. Порядок
порядок, условий и требований к формированию заявки и потенциальным претендентам на получение такой меры господдержки также определены постановлением правительства. Оно было принято, соответственно, в конце прошлого года. На данный момент определен состав комиссии, которая будет рассматривать заявки, которые будут поступать в Госинвестагентство Министерства экономики. Уже мы приступили к приему заявок. Соответствующая информация также была доведена до средств массовой информации для того, чтобы люди могли ознакомиться с соответствующими нормативными актами правительства и подготовиться к процессу подачи заявок. Хочу сказать, что и в одном, и в другом случае предусмотрены состав комиссии, который включает в себя депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Национального банка Республики Абхазия и представители от администрации президента и Кабинета министров. Решения будут приниматься в рамках таких процедур, порядок и условия которых определены соответствующими постановлениями. Они доступны, с ними можно ознакомиться внимательно и подготовиться к процессу подачи заявки. Кристина Константиновна, если говорить о поддержке малого и среднего предпринимательства, речь идет о невозвратных средствах, как я понимаю. Мы говорим о возмещении расходов. То есть речь идет не о кредитах, а непосредственно о возмещении расходов. Какие критерии отбора к претендентам на эту помощь? Там достаточно большой объем требований. Я бы не хотела сейчас что-либо упустить, чтобы потом не было разночтений. Там достаточно большой перечень, и это, безусловно, обязательно наличие правового статуса. Это либо юрлицо, либо индивидуальный предприниматель. Это свидетельство о постановке на налоговый учет, отсутствие задолженности непогашенной, в том числе отсутствие кредитов или не обеспечивающих себя обязательств, и ряд других требований, которые необходимо соблюсти для того, чтобы попасть в участники данной программы. На что вы рассчитываете? Какова цель именно этой программы, если говорить о поддержке малого и среднего предпринимательства? Какого эффекта вы ждете? Когда речь идет о том, что государство оказывает возможную посильную помощь предпринимательству, безусловно, речь идет о создании налогооблагаемой базы, об увеличении количества рабочих мест. Это, безусловно, основные цели и задачи, которые мы для себя ставим. Непосредственно помогая небольшим предприятиям, таким образом мы увеличиваем количество занятых людей и, соответственно, рассчитываем на то, что обязательства перед государством в виде отчислений налоговых должны обеспечиваться в полном объеме. Если об инвестиционных проектах говорить, то на встрече с российскими коллегами обсуждался срок, к которому Абхазия должна стать экономически самостоятельной и освободиться от зависимости от российских дотаций. Это примерно 2025 год. Поддержка инвестиционных проектов малого предпринимательства – это часть программы, как я понимаю, к которой мы движемся к этому сроку, к 2025 году. Конечно, решить вопрос абсолютной самодостаточности достаточно сложно. Есть ряд объективных и субъективных факторов, но мы ставим перед собой задачу, безусловно, увеличения заработной платы в целом по экономике и снижению уровня безработицы. Это основные задачи, которые преследуем мы при реализации таких программ. Конечно, если речь идет, допустим, о полноценной масштабной поддержке, которая могла бы в значительной степени повлиять на изменение ситуации экономической в целом, конечно, этих средств, они весьма ограничены, и их, безусловно, недостаточно. То есть, если по программе малого предпринимательства речь идет всего о 50 миллионах рублей, то, по второй программе, о которой мы говорим, пока речь идет о 76 миллионах, но нам еще необходимо обеспечить наличие такого количества заявок, которые могли бы быть обеспечены для удовлетворения того спроса или запроса, который может поступить. Поэтому будем надеяться, что активность будет высокая. А по второй программе инвестиционной определены ли приоритетные направления? На что в первую очередь вы будете обращать внимание?
Это производство. Вторая программа – это исключительно производство. Здесь не попадает туризм или какие-то другие направления, не связанные непосредственно с производством. Вторая программа, о которой я говорю, речь идет непосредственно о возмещении затрат на производство, которые понесли те или иные соискатели, именно связаны с перерабатывающей промышленностью. Ну и со стороны населения вот такой вопрос, как вы будете контролировать на этапе реализации этих проектов, вот будут выделены деньги, насколько добросовестно люди отнесутся к этим проектам, эффективно будут использованы эти деньги, вот чтобы действительно это пошло на пользу, на развитие экономики. Условия программы, они предусматривают, что изначально для того, чтобы проект попал на рассмотрение комиссии, должны быть представлены документы, в первую очередь правоустанавливающие документы на объект, непосредственно участвующий в программе. То есть речь, если идет о производстве либо об объекте туризма небольшом, то, соответственно, должны быть правоустанавливающие документы на участок, на собственность и так далее. Далее, безусловно, это в обязательном порядке безналичный расчет, справка с банка, обязательно на представление платежного поручения о переводе средств по целевому назначению. И уже по факту поставки оборудования сопроводительные документы таможенные, которые подтверждают факт ввоза на территорию Республики Абхазия того или иного оборудования, которое проходит по программе, и, соответственно, его дислокация на месте, заявленном в заявке изначально. Соответственно, Минэк эту работу проводит и будет проводить, потому что у нас в прошлом году, в 2022 году, такая же программа была реализована. У нас 48 претендентов получили, соответственно, поддержку государственную на сумму 49,9 миллионов рублей. И последнее по поводу проектов по производству, которые по инвестиционной программе получат поддержку. Понятно, да, почему? Потому что в Абхазии не развито производство, но еще раз хочется объяснить нашим слушателям, для чего это делается, почему важно именно это направление выбрать для экономики, какое это будет иметь значение, какой эффект в дальнейшем и для других отраслей тоже. Мы же знаем с вами по показателям внешнеэкономической деятельности, что основная доля внешнеэкономической деятельности, которая относится к импорту, в основном формируется за счет ввоза в Республику Абхазия продуктов питания и различных товаров народного потребления. Это говорит о том, что в республике отсутствует предложение аналогичного характера. Обеспечивая инвестиционные проекты, реализуемые нашими предпринимателями, мы таким образом нацелены на то, что такая картина, она не должна сохраняться и в перспективе должна меняться в обратную сторону, потому что, привлекая деньги в республику в рамках развития туристического бизнеса, мы фактически эти деньги тратим на удовлетворение потребительского спроса на продукты питания и другие товары промышленного производства. То, что можно производить в республике, мы, соответственно, должны стараться это обеспечивать теми силами, которые у нас на данный момент есть. Конечно, еще раз повторяюсь, этих средств очень мало, то, что у нас предусмотрено в 2023 году, но будем надеяться, что реализация таких программ будет обоснованием для увеличения такой помощи в последующие годы.